Вот столько дров получилось. Один полный ряд. Ну и тут еще. Больше сюда как бы второй ряд заполнять не стану. Тут оставил 5 чурок, чтобы завтра, послезавтра костер там сжечь. Здесь такой мостик поменял. Из того, что было, у меня здесь после ремонта плахи остались. Такой нормально. Отлично. Тулан вон лежит в будке. Ну, в принципе, на сегодня все, наверное. Если только дрова... Ну, нет, сегодня туда уже не пойду. Хватит. Надо отдыхать. Надо уметь отдыхать, ребят. Здесь немножко поковырялся. Вот, смотрите. Вот там, как бы, южная сторона провалилась. А здесь приподнялось. Вот такая карусель, блин. Качели. А там лед. Хотел там выкопать побольше. И туда смолистое полено туда поставить. Перед тем, как поднять южную сторону. Но этим я займусь. Как бы до завтра еще оттает. И потом что-нибудь подложу. И ту сторону начну поднимать. Эта стена поднимется, а здесь вот, как бы, чтобы не провалилась дальше. Вот. Ну, нормального фундамента нету. Как бы, да и в лесу, в таежных условиях, в принципе, это нормально. Это как бы с обоем, и когда в избушка обои, и, я не знаю, люстры вешают, это уже не избушка, это уже дом, дача. Но не охотничья изба. Вот так. Я так думаю, я так считаю. Котелком все поставил ему. Захочет съест. Вдоволь все ему. Как бы с едой проблем нету. С кормом. Эти березы вот здесь я пока оставил. Может, на ночь подкину. Пусть тлеет. Потому что от пола все равно прохлада идет. Ну, в принципе, все, наверное. Вроде на сегодня хватит. Все, в общем, ребят, буду заканчивать сегодняшний день. Может быть, еще буду ремонтировать сапоги резиновые, которые здесь у меня короткие. Сейчас к речке сходил и что-то, думаю, что-то не то. Вода зашла. Там, в общем, заплатка, она отошла и по-новому надо заклеить. Вот. Сходил к реке за домкратом, вот ящик. Принес домкрат, дотащил. Еще что, там возле амбара ковырялся. Сейчас покажу. Позвонил домой, предупредил. Сейчас 6 часов вечера. Предупредил жену, все нормально, говорю. Хорошо доехали. Вот. Спрашивали, там даже не спрашивали, а писали, что какая может быть эта тайга, охота, если ловит сотовая связь. Здесь сотовая связь ловит очень тяжело, плохо ловит. Но я могу 2 раза дальше сходить, и там тоже одинаково ловит. Потому что местами где-то вот хорошо ловит, где-то вообще плохо. Здесь тоже вот пришлось, знаете, вот принести вот эту лестницу, залезть по лестнице, и там только я смог поговорить. А внизу я связь ходил, никак не мог поймать. Вот. Так что хорошо, где есть связь, где ловит. А ковырялся вот кругом, вот раскидана у меня земля с этим мхом. И что возможно, здесь я старый мох, что был, выкинул. Сделал такое отверстие. Там уже прикасалось вот это бревно, прикасалось к мху, к земле. Вот. Здесь такой бугорок, потому что здесь этот лед еще, ледник.
общем, непробиваемый лед. Что за бутылка, спрашиваете? Бутылка — это целый мешок я привез. Просто лежат. В любой момент он может пригодиться. Воронку сделать. Или же, когда капканы я ставлю, там по приводу туда я ложу там. В общем, вот это все, что здесь лежит, это все годные вещи. Так что ремонт, конечно, будет. Этот венец, смотрите, уже весь провалился в мох. Но он еще не гнилой. Буду смотреть, вот когда это бревно будет прикасаться к земле, и уже явно будет пропитывать воду. Когда прикасается к земле, он всегда сырое, это бревно, и он начинает гнить. Вот это я не допущу. Вот время придет, я вот эти два бревна поменяю. Вот везде вот этот земля в иллюминаторе. Вот. Здесь такой козлик, так называемый. Надеюсь, все смотрели как же «Счастливые люди», когда налим лучили, там показывали. Вот. И этим мы тоже занимались раньше. Интересно, рыбалка, конечно. Конструкция это старая у меня. Вот такое приспособление я уже показывал. Сюда смолистые дрова ложишь, и от этих дров хороший свет получается. Именно от кострища хороший свет, прям он сквозь воду идет. Вот. На палку ставишь и на нос лодки. Ну, в принципе, все проветривается, все хорошо. Здесь, конечно, уже, вот видите, как чуть-чуть сыроватый. Вовремя я убрал все это дело. Вот. А конструкция у меня вот такая. Вот так я сделал. С Денисом еще мы это строили вдвоем. Да. Понимаю подростка, который, конечно, помогал в подростковом возрасте очень сильно мне. Всегда весной я брал с собой, и он помогал вот амбар строить, там поднять. Ну, подай, принеси там, дай топор, дай, помоги подержать тут. А когда один вот на крышу поднимешься, ох, забыл молоток, надо спуститься. А когда есть помощник, там даст тебе. И вот. А с Никитой мы разбирали печку кирпичную. Тоже весной приехал. Комаров сколько было. О. Потом у него губы опухли. Что думаю, блин, что за фигня? Помазал я сейчас скажу, от пихты смолой помазал. Как дед у меня мазал, я также думаю, у него на это выветрилось, проветрилось, или как это. Ну, в общем, такой вот болячки появились на губах. А это, оказывается, наверное, аллергия у него была. Так что нам повезло еще вот знаешь, пацан, и не знаю, что может быть, случиться. А это, наверное, все такая аллергия была, там уже листва вся от березы. Вот когда береза, листва распускается, очень много аллергии, пыльца, вот это все. Опасный период, конечно, когда у человека аллергия или еще. Но у каждого может так возникнуть вспышка такая аллергии. Вот, болтаю. 6 часов вечера, ну 7 час. Все, сегодня хватит. Да, достаточно. Я уже с 4 часов утра. Так что немножко подустал. Ну, хорошо, что сегодня не такой трудный путь был у меня. Прошел нормально. Заторы, запоры, блин. Такие легенькие были. Сами видели, немножко показал. Некоторые перепрыгивал, даже и не снимал, это ерунда. Вот, Тулану отпустил. Он нашел себе место. Слушает. Белка может.
7 лет собаке. Ну, как бы чуть-чуть ленивее стал. И а так нормально еще. Ну, до 10 лет собака еще будет работать хорошо. А потом уже начинает стареть, конечно. 12 лет уже, он уже старый становится. Старая собака, уже ему лень бегать и все остальное. Вот черники еще даже и рано говорит, что там цветет, не цветет, даже листвы нет вообще. Очень холодно. Лягушки, между прочим, единицы. Да, они еще и здесь, вот возле села на болоте охотился я, много лягушек было, а здесь вообще севернее и лед, там остатки на озере, и вода холодная, и они еще как-то не атакуют ни хрена. Вот. Ну и завтра также будем заниматься бытовыми делами. Время прошло, как бы уже эта избушка больше 20 лет, и каждый год что-то там приходится ремонтировать. Ну вот видите, вот вроде все нормально сделал, и снова придется мне чуть-чуть приподнять. Потому что почва здесь, знаете, вот такая, фундамент надо большой сделать. Хрен его знает. Немножко подлатаем и нормально. Вот здесь что-то надо сделать, вот тут надо делать, там надо делать. Не говорю уже о бане, там баня тоже на целый венец уже ниже стал. Там я уже моюсь, как бы потолок низкий становится. Давайте сходим еще баню посмотрим. Да, поболтаю. Кому надо, послушают, кому нет, так пусть ворчат. Вот. Да, и как-то, и знаете, вот уже пару осеней, несколько осенних сезонов птиц нету. И как-то вот даже и мне становится лень, что ли, или надоедать начало, вот это все. Готовка к охоте, там, готовишься. И сезон приходит, и вообще 2 рябчика за сезон — это неохота. Ух, ёпта. Смотрите, видите, что творится? Капец, ребят. На сантиметра 20 выдавило все. Смотрите, как столбы все выдавило. Печка. Все ровно, вровень все было. Вот это да, вот это здесь, конечно, грунт, капец. Глина, блин. Ой. А так, мыться еще можно. Люди даже в палатке моются, а здесь только вот осенью все на свои места встанет. На свое место встанет. А вот мороз вот обледенело все, и этот, как сказать, глина вот вдавливает. Бывало и охотничьи избы вот таких размеров встречались. Ну там, чтобы переночевать и дальше идти. Здесь такая железная печка у меня сейчас. Можно открытым оставить. А в остальном, да, это... Ух, ёп, вы смотрите. Ужасно. Вот где-то, да, сантиметров 30 выдавило. Что-то в этом году совсем бешено высоко, блин, все давит на. Тоже вот, смотрите. Так, сейчас пока все это дело закрою. Буду выезжать, открою. Ну вот, это нижнее бревно тоже вот уже нуждается в ремонте там. С этой стороны уже там целое бревно под землей. Вот так. Раньше на месяц приезжал на охоту. На месяц. И поэтому я баню строил. Как бы
Путь тоже тяжелый был. Но охотился, там было на кого охотиться. Дичи нормально я ловил. А кататься возможности особо не было. У меня ветерок 8 был, который сюда доехал, и я рад. Уже следующая поездка, уже чтобы обратно довез до дому, и все, сезон закрыл. Потом ремонтируешь и снова, блин. Редко, когда я 2 раза приезжал сюда по осени. Приехал, целую осень охотился и уже выезжал. Вот. И тогда вот, когда долго находишься в лесу, то уже баня, конечно, тоже нужна. Потому что ты каждый день по 15-20 километров, когда ходишь, ну, сам понимаете, потеешь капитально. И я бы не сказал, что после каждого похода там мыться нет. Но все равно сменное белье надо менять. Вот такие дела, ребят. Сейчас я зайду, буду пить много чая. Кушать вообще не хочется. Подкину дрова, пусть тлеет печка. А завтра уже будем ремонтировать. Первое дело это крыша. Одна сторона жестью. Ну и по возможности, может, еще поковыряюсь тут. В этом. Попробуем приподнять ту сторону, южную сторону. А там уже где-то почти 3 часа у меня уйдет на крышу. 2 часа, может больше. Да, и еще гнуть. 3 часа. Тоже не спеша. И здесь еще ковыряться там пару часов. Считай, до обеда я уже буду занят. Сперва вот такие дела закончу, а уже в следующие дни, возможно, даже немножко поброжу по тайге там. Чагу пособираю где-то у реки. Вот. Ну все, давайте, ребят. До завтра. Завтра что как будет, буду уже снимать, показывать. А на сегодня хватит. Наболтал достаточно. Я отдыхать. Буду всю ночь слушать пение птиц. У меня дверь будет открыта. 7 час, а солнце очень-очень высоко еще. Вот осенью, между прочим, когда я напротив вот двери, вот тут, большая медведица, каждую осень. Вот выхожу и сразу вижу большую медведицу, вот тут. Это в октябре. Такие дела. Ладно, все, отдыхаем.